Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Сегодня мы по адресу Мира 6 в семье Анваровых. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Дорогой наш любимый, наш родной. Да, мы сегодня в гостях у Руслана. Вот. Мы давно знакомы с Русланом. Самое интересное, что знакомство у нас произошло в спортзале. Да, в спортзале, в Батыре. Да. И удивительно было то, что я стеснялся делать жим, потому что Руслан делал жим больше, чем я. Но обо всем по порядку. Руслан, пожалуйста, немножко о себе расскажи, как ты оказался в коляске. Работал на шинном заводе, поехали на Грушинский фестиваль. Это в 2006 году. Неудачный прыжок, перелом шейных позвонков, там операция. И благодаря жене, матери, они помогли мне вылезти из той ямы, в которую попал вначале. Как это был здоровый человек такой, и здесь секундное дело, и прикованной к кровати, в глубокой депрессии был. Немного, вот они меня начали вытаскивать, поднимать с этого положения. Потом познакомился с ребятами-колясочниками, и показали, что жизнь в коляске тоже возможно, что не стоит отчаиваться. Мы встречались и с ребятами очень много. Потом вот спортзалы, бассейны есть, спортзалы есть. Также продолжаем с ребятами общаться. Я скажу, жизнь в коляске этого не то, что там. Тяжело, но это не значит, что конец света наступил. Что жизнь все равно продолжается, надо жить и не отчаиваться. Быстро ты на вопрос ответил. Я буду немножко останавливаться. Как вот это произошло? Ты очнулся, оказался на больничной койке. Как это вот? Помнишь вот эти моменты? Я помню, разбегался, нога провалилась в воду. Там дно было какое-то. И руки ушли назад. Вот этот момент помню. А здесь уже получился как бы бугор, что ли. Здесь и все. И у меня тела нету. Я не знаю, выплыл, воздуху набрал, и мне опять на дно там вот эту же яму тащит. А не крикнуть не могу, ничего не могу. А тело отказалось, кисти тоже отказалось. Вот этими местами я все как-то к берегу. И уже на берегу ребята подошли, что я говорю, что-то тела нету. Тело вообще все уже. Здесь спасатели, меня в носилке, я все. Друзья со мной поехали в Самару, в госпиталь, туда положили. И там уже мама приехала, прооперировали. Потом благодаря нашему бывшему мэру Ильсуру Медшину, он помог с транспортом, меня перевезли в Казань. В Казани в РКБ пролежал, потом Боровые, Матюшино. Все это через Ильсура Медшина. Потом я домой приехал через 3 месяца. Все 3 месяца все по больницам. Когда сказали диагноз или когда сказали, что вот так и больше никак? Я спросил, он говорит, это все неизведанно. Мы можем человеку, говорит, сердце поменять, почки, печень можем, а в мозг залезть не можем. А задеть сам мозг с шейным. Это, говорит, может восстановиться, не может. Надеемся на лучшее, говорит, но все равно. И вот. На первое время у меня и руки не работали. Потом потихоньку руки отпустила, а ноги так еще. Все равно, говорю, что, занимаемся, так же ездим. Что теперь? Да, поэтому я как бы и начал разговор с того, что я помню, с Юсуф Хазратом вместе ходили в Батыр, занимались утром, и мы удивлялись этой группе людей, которые там также занималась вместе с нами, шутили, подкалывали друг друга, да, то есть, и действительно мы, смотря на вас, мы мотивировались реально, то есть мы понимали, как мы можем, пропустить тренировку там или еще что-то, то есть, действительно, я бы сейчас хотел немножко сюда сейчас уйти, да, это произошло, вы приехали домой, какие условия были, как вы вообще условия, сначала, когда жили, условий вообще не было. Еще и сыну на тот момент 3 месяца было. И я лежал, и сын здесь, жена бегала то от сына, то ко мне, и меня на полу.
а двери везде узкие, ну, на это же никто и не думал об этом. И в страшном сне не думал, что вот никуда не пройти, а еще однокомнатная квартира, двери узкие, ну, везде. И в подъезд не зайти. Пандусов нет, ничего нет. В лифт, коляску нашли, в лифт не проходит. Какой этаж был? 3. Ага. Вот ребята, друзья, они поднимались, спускали, когда надо. Когда в больницу надо было ехать, они звонил, приходили, поднимались, спускали. Потом переехали в другое жилье, там уже чуть более-менее оно было приспособлено. А здесь жилье уже делали все, что я везде могу. И на балкон везде, что и в ванну, туалет спокойно заезжаю. Ну, сюда тоже недавно переехали. Ну, здесь с 19-го года уже. Угу. Ну, раз мы вот про жилье, про семью, я не могу не пригласить вашу супругу, Да. поэтому давайте пригласим ее, пусть она присоединится к нам. Женщина на своих хрупких плечах, на руках ребеночек, да, в тот момент. Да. Что дало вам вот силы или уверенности, чтобы вот так вот принять вот эту, значит, вот это испытание? Да? Вообще изначально, как позвонили, был шок. 2-3 месяца, да, только на телефоне, все созванивались. У меня ребенок был маленький, он на груди висел, вообще смеси не принимал. Успокаивала себя: успокойся, успокойся. Если бы вот, может, не этот факт, может быть, еще и что-нибудь с головой было бы не так. А так успокаивала себя, успокаивала, все хорошо, лишь бы ребенку было спокойно. Ну вот, и ладно, ребенок был дома, так бы действительно. Ну, уехала бы к нему, что, и там бы была рядом. А вот когда вот эта вот неизвестность, когда далеко... Напрягает. Напрягает, да, очень сильно напрягает. Ну, потом домой вернулся, уже как бы все понятно. Он очень сильный, его силе воли вообще можем позавидовать. Нет, я говорю, не будешь ты валяться, не будешь. Он вместе с ребенком научился ползать, научился садиться на диван, залезали оба. Слезали оба, падали, ползали. 2 ребенка у меня на тот момент было. Ну и потихоньку все вот разрабатывались, руки, он не мог бутылку открыть, вот так сидел, делал. Потом что-то какие-то на коляску не мог, помыться не мог, ничего вот это вот. Все пережили, всему научились вместе, сообща. И, ну, как бы надеялись, надежда была. Писали. Ну, оно и есть. Да, Что? она есть. И в Израиле писали что-то там, и здесь, ну, свыклись. Нет, был один момент, кстати, в каком году, не помню, да, у него прям такое продвижение, он прям так радовался, такой, это, что-то какие-то прям достижения, прям такие прям быстрые, и в какой-то момент, что ли, или вот перезанимался, говорит, я, или что-то произошло, и как обрубило. И вот на этом моменте остановился. Да. То есть, получается, надежда есть еще, да? Есть, да. Мы же еще живы. Да, дай Бог, да. Мы еще живы, как пока живы. Иглоукалывание делали. Я говорю, а представь, говорю, сейчас вот ты уедешь, говорю, на коляске, а придешь, зайдешь, говорю, на ногах. Вдруг она, говорит, тебе какую-нибудь точечку. Дай Бог. Да. Мы надежду не теряем. Но я все равно и утром беру ходунки, потихоньку семья спит. Я выхожу сюда в парк. В парке так чуть-чуть погуливаю. Потому что в спортзалы летом не езжу, а вот здесь в парке хорошо. Гуляем вместе, да, вечерами с детьми. Он очень сильно мне помогает по дому, по хозяйству. С дочкой очень много времени проводит, потому что я на работе. Так, сколько уже дочки сейчас? 9. 9 лет. Уже, да, я помню. Как... Да, в этом состоянии вот мы умудрились еще родить. Я очень сильно Бога просила. Это была моя очень сильная заветная мечта. И все-таки Всевышний Бог нам дал эту возможность. У нас 2 детей. Очень, очень умные такие, сообразительные и хорошие, любящие дети. Мы ими гордимся. Сын старший у нас поступил в Казань. Вот первый курс закончил КАИ на бюджет. Да. Молодец. Живет в общежитии. Сам работает, да. Уже. Он достаточно такой уже взрослый человек. Ничего, можно сказать, не просит. Сам. Молодец.
Надеемся, Ну, дочка ему тоже. тоже было непросто, да? Ну, он меня не видел, да, он видел меня только в коляске. Вот. Так Ну, вот. мы с ними ездили, я и дочь, говорю, вот они как бы на моих коленях выросли оба. Я сын маленький был, потом на коляске я его сажал, мы по городу катались так. Потом он вырос, все, потом дочку также. Сейчас дочке говорю, садись иной раз куда-нибудь. Нет, все, говорит, я выросла, все. Она рядом идет, я еду, она рядом идет. Но они не стесняются, я хочу сказать, этого состояния папиного. Не стесняются никто пальцем. И вот у нас еще люди такие, я смотрю, никто пальцем не показывает. У нас достаточно, видимо, уже люди привыкли к такому, что очень много у нас по городу на коляске, у них вот свои общества, как говорится, да, друзья. Мы иногда встречаемся, все так идут мимо, улыбаются. Мы сидим, разговариваем. Да, мы продолжаем на улице. встречаться с друзьями. Да. И на Камус ездим, и это тоже все вот, ну, в основном колясочники. Съездим. Еще же Рустам за рулем же ездит. Ну да, ну на машине ездим. Да. То есть это тоже как бы какой-то шаг. Ну все, да, опять же, благодаря Юсуф Хазрату. В спортзале он мне давай. А учиться у нас на коляске негде. Я говорю, ну ладно. Обратился тоже, у нас Булат есть, колясочник Матыгулин. Да, мы его очень знаем. Хорошо, Я да. к нему обратился, Булат, говорю, вот так. Он говорит, сейчас я позвоню, знаю, позвонил, говорит, есть автокласс в Нижнекамске. Мгм. Я позвонил туда, они говорят, да, мы, говорит, только можем тебе теорию дать, практику нету. Машины нету, чтобы с ручным управлением. Куда, думаю? Позвонил другому тоже колясочнику Рустаму. Говорю, он говорит, давай я тебе свою машину дам, буду вместе рядом буду сидеть сзади, а ты учиться на ней. Я говорю, давай. Спросил. Они говорят, ладно, хорошо. И вот в автоклассе теорию и практику на этой машине потихоньку. Потом опять же через мечеть, Юсуф Хазрата, машину помогли приобрести. А сейчас даже я не знаю, как что без машины. Вот куда-нибудь надо ехать. Раз, все с семьей прыгнули, поехали куда-нибудь. Чудесно. Полноценная жизнь. Полноценная жизнь. И на самом деле, что главное? Главное то, что в душе человека. Насколько он готов. И да, мы говорим благодарности слова близким, да, супруге, маме, все, кто рядом. Но очень много зависит еще от самого человека. Насколько у него настроение хорошее, насколько он благодарен близким, насколько мы всегда, когда вы помните, наверное, когда мы и в мечети собираем, и на других площадках собираемся, мы никогда не забываем тех, кто рядом. То есть, потому что они денно-ночно рядом, люди, которые возле этого человека помогают и так далее. То есть ты же вроде еще участвовал на соревнованиях по жиму, а? Такое положение было, что если команда выставляется, должен быть среди них тоже один человек в коляске. Так. Положение такое. И меня здесь друзья позвали. Я поехал первый раз и уж сразу как-то второе место занял. Как-то второе место. Да, что-то как-то неожиданно. Неожиданно, да. Потом Понятно. второй год тоже второй, а на третий год я первое место занял, и все-таки я свой добился. Первое место я занял. Молодец. Мы не зря, даже можно сказать нарочно подобрали это время. Дорогие десантники, поздравляю вас с Днем ВДВ. Желаю вам чистого неба, чтобы мир был на земле. И всего самого наилучшего, самого хорошего. Мы много о вас узнали, но наверняка есть кто-то, которые попали в какую-то такую ситуацию с какой-то болезнью, что остаются одни. Вот немножко хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим горожанам. Ваше обращение к нижнекамцам. Я понимаю, что это очень тяжело. Особенно на первых порах. И человек даже не хочет слушать другого, он как-то уходит в себя. Но не стоит. Надо выходить с него. Не стоит так сильно отчаиваться. Надо довериться своим ближним. Они не желают вам зла. Они, наоборот, помогают. Просто может казаться, что я такие тоже ситуации видел, где отойдите от меня, не подходите ко мне. Не надо. Вот как бы отдаться, да, ближнему своему. Они помогут. Принять эту помощь надо. Да. Нужно принять и довериться тому человеку, который с тобой рядом. Действительно,
Не замыкаться в себе. Не отчаиваться, главное. Не отчаиваться. Все, оно потихоньку пройдет. Все. Близким тоже очень тяжело. Вам тяжело физически, а близким может быть вдвойне. Не надо сидеть дома. Надо выходить потихоньку на улицу. У нас 2 спортзала бесплатных. Можно посещать. Есть бассейн 29-й школы, где даже не надо мочить свою коляску, пересаживайся на их коляску, принимаешь душ, где все сделано. Не надо то, что я в коляске, я ничего не могу. Нет. В спортзалах тоже, пожалуйста, все сделано. Спортзалы, бассейны. И это не только тренировки, это же еще и общение. Общение и занятия физкультуры помогут вам и развеяться, и физически развиться, и душевно отдохнуть, пообщаться. Так что не сидите дома, приезжайте в спортзалы. Они такие жизнерадостные, они такие веселые. Это вообще, это другая вот какая-то атмосфера своя. Я вот на ногах, но мне очень нравится с ними общаться. Они все добрые, ласковые, такие прям, не знаю, как будто с другого мира, что ли. Поэтому не бойтесь никогда выходить из дома, довериться обществу. У нас общество очень хорошее. Да, всегда помогут, даже если что-то бывает, я никогда не слышал отказа. Бывает тоже в коляске, там вот, в машину пересаживаешься, с коляской надо куда-то убрать, что-нибудь как-то. Нижнекамцы помогают. Никогда не слышал, чтобы нет, я не могу там. Всегда давай. Неравнодушно. Да. Бабушки подходят, я говорю, не надо сейчас какого-то мужчину, я же я говорю, не маленький сейчас, мужчину какой-то, не, давай, сынок, помогу. Я говорю, не надо, у нас помогут. Такой народ у нас в Татарстане живет, он поможет. Это такая, скажем так, одна из таких заключительных нот. Девиз нашей программы «Будем ближе друг к другу». И действительно, вот из рассказов, из реальных историй мы понимаем, что все-таки мы близки друг к другу. То есть и горожане, и соседи, и родственники, значит, ну и мы стараемся тоже быть ближе к вам. Поэтому спасибо огромное. Будем вместе, будем ближе друг к другу. Это вот укладка парашютом была.